Понимаете, ермоловская политика была такая. Вот он обращается к чеченцам, ну и дагестанцам тоже. Живите мирно, прекратите набеги, прекратите нападения, и все у вас будет хорошо. Это правильно. Правильно, с одной стороны, я согласен. Да. Но в Чечне кто остановит эту волну нападений? У нас нет еще государства. У нас нет человека, скажем, имеющего общенациональный авторитет. Это позже Бейбулат появится, и в конце 20 века Азат Обалдуйцин, Ахмад Хаж появится. А тогда не было. Как можно было, скажем, остановить нападение на ту же Терскую линию? Кто это мог сделать? Каждый юрт само по себе живет. Эйдл цаатайб. Шен лур будет, или шен лур сотшхл. А Мехкел не управляла? Меххел – это моральный авторитет. У Меххел нет властных полномочий. Никаких. И нет назначенного Меххелом, скажем, управляющих над отдельными селами, обществами. Это Бейбулат попытался в 25 году, когда он восстание поднял, назначать турк-шоу, турк за нарушение налоги, штрафы. А до этого никакой власти же не было. А у Меххела это чисто моральная власть. У него не было властных полномочий и не было властных уполномоченных. Жертвы Кавказской войны с чеченской стороны были огромными, страшными. Потому что, с одной стороны, они не столько, скажем, в военных действиях, нет, мирного населения. Очень много погибало. Ведь начиная с 18 года, когда шла Кавказская война, это началось с Ермолова, походы в Чечню совершались только зимой. Летом, когда зелено, дремучие леса, российские войска несли страшные потери. За каждым деревом и на деревьях сидели стрелки. А зимой все оголено, и эти операции только зимой совершались. Но когда вот российские войска двигались на чеченское селение, а их по пути своем они уничтожали, все мирное население уходило в лес. Но мужчины брались за оружие, а старики, женщины, дети, они уходили в лес. А тогда морозы зимой стояли страшные, 20-30 градусов обычно. Естественно, в лесу их никто не ждал, еды нет, страшные морозы. И вот от холода, от голода, от болезней погибало очень много населения. Я приведу только цифры. Вот к началу XIX века чеченское население было в пределах 200-250 тысяч человек. 200-250 тысяч человек. Кавказская война закончилась в Чечне и Дагестане в 1859 году. И когда в 60 году провели первую перепись, то оказалось, что чеченское население 150 тысяч. То есть за полвека не только ни один человек не прибавился, а почти 100 тысяч, цифра исчезла. А по законам демографии население за 50 лет должно было минимум удвоиться, если не больше. Поэтому считается, что потери чеченского населения в Кавказской войне с 1818 по 1959 год, это где-то что почти половина чеченского населения погибла. И, конечно, погибало, прежде всего, мужчины погибали, это война. И я встречал такую цифру, что 70% чеченских мужчин к концу Кавказской войны погибли в этой войне. Так что урон был страшный. Постоянно вот во время этих походов царских войск уничтожались села, вырубались сады, уничтожались посевы. Это тоже огромный урон. Людям жить надо, что-то кушать надо. Поэтому Кавказская война страшная трагедия была, причем не только для горского населения, но и для русского населения. Сколько погибло русских солдат в этой войне. Считается, что в Кавказской войне было убито и ранено где-то 77 тысяч человек. Это огромная цифра. Кавказская война была особой войной. Вот в войне с Францией, любой европейской державой есть фронт.
по эту сторону, скажем, русские войска, по другую сторону противник. В Кавказской войне фронта и фронтовой линии никогда не было. Они вспыхивали то в одном месте, то в другом месте. Партизанская война это была. А в партизанской войне победить население не только российской армии, это практически для всех армий мира очень и очень сложно. Если был бы фронт, конечно, российская армия, имеющая артиллерию, у горцев ее не было. Шамиль пытался свою армию, то есть артиллерию создать, но пытался только. А тут на промышленной основе созданная артиллерийская промышленность. Поэтому, конечно, российская армия смела бы любого противника. Но, повторяю, фронтовой линии фронта не было. Это была партизанская война. В основном, вот раз нападают на какую-нибудь крепость или во время похода на российскую армию и исчезают. Противник невидим. Это была особая война. А по второй партизанской войне очень трудно победить население. Вот почему эта война столько лет длилась, и разгромить горцев было очень тяжело. Скажем, вот армия Шамиля, она не превышала 25 тысяч человек, даже когда всех он забирал. А российская, в годы Крымской войны, например, на Крымском фронте было около 200 тысяч солдат. А против горцев в Кавказской войне на Северном Кавказе 280 тысяч. То есть Россия бросила на Северный Кавказ против восставших горцев армию большую, чем против англичан, французов и турок в Крымской войне. Кавказская война, официально считается, началась в 1817 году, но это неверная дата. В 1817 году на Северном Кавказе нет военных действий. Там обычные текущие стычки и все. А восстание крестьян и в Чечне, и в Дагестане, и в Кабарде, оно началось в 1818 году. Ведь даже план Ермолова по покорению Северного Кавказа был составлен в конце 1817 года. Царь его утвердил в марте 1818 года. И первый пункт этого плана – это строительство крепости Грозный. А она, как известно, была построена в 18 году. То есть верная дата начала Кавказской войны – 1818 год. Восстание декабристов – 1825 год. И оно никоим образом не связано с Кавказской войной. Ведь в основном декабристское восстание – это восстание аристократии, дворян. Кто были декабристы? Дворяне. Они после заграничного похода русской армии в Европу, Париж взяли, они увидели, как люди живут за границей, в Европе. И увидели, насколько в этом плане общественные порядки в России экономически отсталые. Они хотели это все исправить, самодержавие свергнуть, провести реформы, чтобы Россия в одну ногу с Европой шла. С Кавказской войной восстание декабристов не связано. Никак не связана Кавказская война с Крымской войной. Это Крымская война уже на закате Кавказской войны. Крымская война 1853-56 годы. К тому времени уже Кавказская война в завершение ушла. Так что эти события не связаны.